Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Очень рад в очередной раз встретиться с вами. В эфире программа «Конституция и мы», и ведущий, автор этой программы Кимкимен Александр Николаевич, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор. Сегодня мы будем разговаривать на тему сохранения традиционных семейных ценностей, роль государства, общества и граждан. Почему мы выбрали эту тему? Это, безусловно, связано с тем, что сегодня мы отмечаем Международный день семьи. И, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех телезрителей, радиослушателей с этим великолепным праздником, когда мы обращаемся к нашим традиционным семейным ценностям, вспоминаем о наших предках, заботимся о наших семьях и думаем о будущем своих детей. И мы пригласили в нашу студию Гребнева Сергея Геннадьевича, генерального директора открытого акционерного общества «Максауловский хлебозавод», депутата районного совета, депутатов муниципального района Хангаласский Улус, почетного гражданина города Покровска, лауреата премии главы Республики Саха-Якутия «Человек труда» 2024. Сергей Геннадьевич, я поздравил всех телезрителей, радиослушателей и вас, конечно же, поздравляю с этим прекрасным праздником. Начнем наш разговор и, конечно, прежде всего, мы все родом из детства, и нас воспитывают наши родители на традициях наших предков. Вот что бы вы могли рассказать о ваших корнях, о ваших дедушках, бабушках, да, что они делали для людей, для общества. Давайте начнем с этого. Добрый день, уважаемые телезрители. Добрый день, уважаемый Александр Николаевич. Во-первых, хочу поблагодарить вас за приглашение. Да, для меня это очень важно, гордо вот сегодня встречаться с вами, вести диалог в прямом эфире. И, конечно, от себя, от своей семьи я хочу поздравить всех телезрителей, всех жителей нашей республики с Международным днем семьи, пожелать всем здоровья, счастья, и чтобы наши семьи все развивались. Да, вы затронули очень важный момент, Александр Николаевич, для меня это как раз о своих предках. Да, мы, конечно, очень гордимся, чтим память наших уважаемых зачинателей наших фамилий, нашей семей. Да. Одним из знаковых личностей нашей семьи является Козлов Иван Акентьевич. Козлов Иван Акентьевич является потомком государевых ямщиков. Да. Сам он родом с Верхнего Бестяха. Был заслуженным учителем ЯССР, РСФСР, кавалер ордена Ленина. Также хочется сказать, что в свое время он был соратником Серго Орджоникидзе, был переводчиком во время того, когда Серго Орджоникидзе лечил наших людей, он был переводчиком у него. То есть он владел якутским языком? Он владел в совершенстве, да, и, как говорили про него народно, это учитель-трибун. Он очень хорошо, грамотно выступал. Он очень долгое время возглавлял РАНО нашего Орджоникидзевского района, да, и был очень уважаемым человеком, почетный гражданин тоже Орджоникидзевского района. Вот. Второй знаковой личностью нашей семьи, вот по линии мамы Гребнева Раисы Исаевны, да, является якутский писатель-фронтовик, боевой офицер Великой Отечественной войны, да, Исай Прокопьевич Никифоров. Исай Прокопьевич Никифоров, сам родом он с села Катылдюра, 5-й Мальжигарский наследник, да, и вот очень отрадно, что сегодня и администрация района, и администрация села очень бережно чтят тоже память о нашем деде Исае Прокопьевиче Никифорове. В селе Катылдюра присвоено имя школе, да, и улица центральная также носит имя нашего деда Исая Прокопьевича Никифорова. Исай Прокопьевич, это, скорее всего, один из знаковых людей нашего района, не только нашей семьи, да. Конечно, много произведений было написано
Исаием Прокопьевичем. В основном он посвящен был как прозаик, детям обращен был, да. Второе направление он взял как история Великой Отечественной войны, да, вот направление такое он вел, ну и послевоенное время. Очень интересные названия были, вот прям сегодня прям вспоминается, какие интересные были названия его произведений, да. Например, «Любовь не продается», «Восход солнца», это такие прям «Золотая лихорадка», это вообще прям, ну, такие названия, прям они сейчас заставляют с интересом даже буквально открыть книгу и начать читать. И очень много людей, которые, прочитав произведение Исаия Прокопьевича, да, они вот действительно говорят о том, что очень интересный рассказ записал. Вот. Самый первый рассказ автобиографический, да, Исаий Прокопьевич написал в 24 года. И в 1939 году вот, он издал книгу «Степан». Вот. Сегодня волей судьбы мы справляем юбилейные даты наших предков. Это Ивана Кенча Козлова. Мы справляем 135-летие. И, кстати, школа в Верхнем Бестяхе, откуда он родом, также носит имя нашего прадеда Ивана Кенча Козлова. И вот в этом году мы справили юбилейную дату вот, вместе со школой, вместе с педагогическим составом, вместе с учащимися, да, очень хорошее мероприятие провели. И было обращено в основном на юбилейную дату нашего прадеда. Ну и также хочется отметить, в этом году мы также справляем 110-летний юбилей Исаия Прокопьевича Никифорова. В этом году мы провели республиканскую научно-практическую конференцию «Никифоровские чтения», да, и очень отрадно, что вот на Никифоровских чтениях было принято участие 98 рефератов и рассказов, которые были обращены на юбилейную дату как раз Великой Отечественной войны, да, и жизни и творчества Исаия Прокопьевича Никифорова. Это же хороший посыл для молодых ребят приобщиться к литературе. Да, видимо, они изучали труды Исаия Прокопьевича, прежде чем писать вот свои работы. Это здорово. Да, очень отрадно, что мы вот как раз, я был, ну, как родственник, как внук Исаия Прокопьевича, я был в жюри. Да, и очень интересные рефераты, очень интересные доклады нашим вот поколением, да, вот очень отрадно, что так вот обращены и с любовью, и таким духовно чистым было очень много рефератов было написано, очень отрадно. Это тем более актуально, что в этом году мы отмечали 80-летие Великой Победы, и для нас важно, чтобы каждый фронтовик не был забыт, тем более он кавалер орденов, человек, который непосредственно воевал на Западном фронте. А вот вы принесли с собой книжку, о чем это? Ну, в рамках юбилейных мероприятий, проведенных вот, проводимых в районе, в республике, да, в рамках 110-летнего юбилея была создана комиссия в районе, да, и комиссией было решено о переиздании книги Исаия Прокопьевича «Карачан Булчуттар». Да, это вот как раз обращено детям, да, и тут же название «Без ружья», да, как ходить на охоту. И я считаю, что мы эту книгу увидели в единственном экземпляре в селе Катулдюра. Действительно, она была очень потерта, и это очень было приятно, что она потерта была читателями, да, и, ну, немножко, конечно, вид уже был потрепан, да, поэтому мы решили с общественниками, с энтузиастами, да, вот решили переиздать вот эту книгу, и благо, что у нас есть очень хорошая редакция «Аяр», да, и вот они сегодня уже более современно издали вот такую книгу, и я думаю, что и в принципе не так дорого вышло,
Думаю, что она будет читаема и интересна. Очень привлекательно, да, рисунки, хорошие иллюстрации. Да, хорошие современные уже иллюстрации. Ну и, конечно, дед Исай Прокопьевич писал на якутском языке. Даже в архиве есть незаконченный роман, обращенный к государевым ямщикам. Государевы ямщики под названием, да, это незаконченный был его роман. Но он писал латиницей, да, писал на якутском языке. И вот очень отрадно, что сейчас, когда мы говорим о сохранении нашего якутского языка, вот мы как раз выпустили вот такую книгу. Здорово. Вот у меня есть приглашение с районной библиотеки Хангылас-Кулуса. Завтра, буквально завтра в 11 часов будет презентация этого издания для детей, для читателей. Ну, давайте пожелаем, чтобы эта презентация прошла успешно, чтобы дети действительно посмотрели. Это и вопросы экологического воспитания, вопросы любви к родине, да, вопросы патриотизма, поэтому это замечательно. Ну, второй вопрос, конечно же, касается ваших родителей. Чем занимались ваши родители? Какие вот навыки вам прививали? Чему учили? Ага, спасибо за вопрос. Вот такой вопрос очень меня очень волнует, да, и очень я трепетно отношусь вот к имени моих родителей, да. Мы родились, нас было 3 в семье, мы родились в семье педагогов, да. Наша мама Гребнева Раиса Исаевна была русовед, преподаватель русского языка и литературы, да, в Покровской средней школе номер 2, и вот до конца своей жизни она преподавала, да. Очень много выпускников сегодня говорят добрых слов, и какой была мама, какая она была грамотная, да, как хорошо преподавала и литературу, и русский язык, да, и очень много доброжелательных воспоминаний идет о том, что она привила вот как раз грамматику к нашим уже ставшимся много уважаемых людей. Отец Гребнев Геннадий Васильевич. Гребнев Геннадий Васильевич, о нем можно говорить много. Это мастер спорта СССР по вольной борьбе, да. Он 40-го года рождения. В этом году также мы справляем 85-летний юбилей, да, со дня рождения нашего отца Геннадия Васильевича, да. Геннадий Васильевич был, мой отец, был пропагандист здорового образа жизни. Он после окончания ГАЦЛИФ в городе Москве, да, был и тренером начала пути его, да, трудовой деятельности. Далее он тренировал вольную борьбу, да, был вообще сторонником и пропагандистом вольной борьбы, да. И плеяда вот таких мастеров спорта, как Илья Петрович Кондратьев, вот они вместе защищали честь республики, да, и, кстати, он был чемпионом города Москвы в 1965 году, защитил вот мастера спорта, а ранее чемпионат города Москвы это как чемпионат СССР, скорее всего, был, и приезжали из Дагестана, из Азербайджана, из Белоруссии, очень сильнейшие были спортсмены. И вот отец Геннадий Васильевич вот защитил мастерский свой значок, который он всегда во всех удобных случаях носил гордо, да. Он невысокого роста был, но очень был яркий человек, да. Он после вот уже преподавательской, да, деятельности он возглавил спорткомитет Орджоникидзевского района тогда еще. И благодаря Геннадию Васильевичу, отцу нашему, да, было проведено очень много мероприятий, спортивных мероприятий. Вот вспоминается очень много таких народных гуляний, да, он же был и организатором проводов зимы, и собирали такие массы людей, что это без телефона, да, без интернета, без средств практически, да, они писали, я вот помню, отец дома писал плакаты на формата А2, наверное, там А3, да, они писали перьями, тушью,
и развешивали, ну, спортсмен на заборах, на афишах, да, возле клуба. Ну, спортсмены — это такой организованный народ, да, поэтому по одному свистку спортивному собирались. У нас всегда в гостях были очень много спортсменов, и даже если проводили соревнования в Орджоникидзевском районе у нас в Покровске, то всегда у нас команды. И утром, когда вставали мы в школу, здесь Черопчинские, там Татинские, тут Уселданские, прямо на полу ночевали. Ну, как-то вот приятно, наши родители всегда были гостеприимные. И здорово. Вот очень отрадно, что очень много добрых слов тоже, воспоминаний об отце. Да, я помню Геннадий Васильевич, поскольку я сам рос в Покровске, и вот Гребнев Геннадий Васильевич, Илья Петрович Кондратьев, Дмитриев Аркадий Андреевич, Федоров Валерий Петрович, они были для меня мотиваторами, почему я захотел стать учителем физкультуры именно на основе вот их биографии, их успеха. Поэтому я думаю, что здесь очень важно, когда есть такие люди, и я помню его крылатое выражение Гребнева, я, говорит, мастер спорта всего Советского Союза. Вот, у него, конечно, был такой яркий юмор, и когда я был секретарем райкома комсомола, мы вместе работали, проводили разного рода соревнования, в том числе среди детей, золотая шайба, кожаный мяч. Конечно, эта память такая очень яркая. Ну, ваша именно период, да, детский, чем он запомнился вот в Покровске? Чем запомнился вот детский период для вас? Что он дал для вас? Ну, здесь можно говорить много, да, потому что, ну, если сегодня мы говорим о как раз Международный день семьи, да, очень такие вопросы у вас очень актуальные, да, как раз на сегодняшний день. Ну, конечно, мы родились и жили в любви, согласии, да, вот мы чувствовали вот эту любовь, да, а я еще был младший сын. Старший брат у нас тоже пошел по линии отца, занимался спортом, вольной борьбой, да, и был председатель спорткомитета уже Хангаласского района в действующее время. Вот, и средний наш брат также занимался спортом, да, но он разносторонний тоже был, и настоящий мужчиной был у нас. Он был водитель в сфере услуг, в сфере ЖКХ, и был любитель активного отдыха. Посвящен был и рыбалке, и охоте. Вот. Конечно, это отец ему привил. Раньше, ну, всегда ездили на рыбалку, мы с семьей всегда ездили, да, и за ягодой, и за грибами, и за рыбой. Всегда вот мы проводили время вместе всегда. Практически отец вот и мама прививали у нас вот тоже любовь, да, и это прям чувствовалось, что вот передача как раз традиций, да. Я помню, что мы даже с семьей ездили за грибами. Наверное, вы помните те времена, когда была сдача грибов, и мы, прям отец, у него был москвич 2140, 0402, я даже госномер помню, и мы выезжали всей семьей за грибами на промысел, и тогда отец при сдаче грибов мы получили Нептун-23. Это было такая, да, целое событие, и очень отрадно, что вот, конечно, отец и мама нам привили вот любовь и трудовые отношения. Вот, навыки. Да, другие. Да. Ну, безусловно, вот наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин всегда говорит о сохранении, развитии традиционных семейных ценностей. Более того, это было закреплено в Конституции Российской Федерации в период, когда мы вносили поправки в 2020 году. И я думаю, вот действительно семейное воспитание, уважение к родителям, это безусловно дает ступеньку, основу для успеха детей, да? Потому что с такими родителями, о которых вы рассказали, с такими предками быть плохими уже невозможно. Правильно? Поэтому мы
сейчас на короткое время прервемся, а потом, безусловно, продолжим нашу беседу. И эта беседа, она, конечно же, посвящается Международному дню семей. Еще раз приветствую вас, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Конституция и мы». И я хотел бы отметить, что в ведении этой программы нам помогают режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. А тема сегодняшней передачи – это сохранение традиционных семейных ценностей. Ну вот, как говорил наш президент, и это в Конституции нашей закреплено, что семья – это союз мужчины и женщины. Мы не приемлем того, как вот на Западе, да, родитель номер один, родитель номер два, когда вот объединяются две женщины или две мужчины. Мы за то, чтобы сохранять традиционные семейные ценности. И очень приятно было услышать из уст Дональда Трампа, после того, как он был избран президентом Соединенных Штатов, он сказал: отныне в Америке будет только два пола, это мужчина и женщина, никаких других цветов и гамм не будет. Вот, то есть пропаганда наших традиционных ценностей, она уже овладевает умами людей, которые действительно думают о будущем, да, потому что действительно гармонично в семье воспитывается ребенок, он также создает свои семьи. Вот вы рассказали о своих предках, рассказали о своих родителях, а теперь перейдем к вашей семье, да? Вы как основали свою семью? Что можете сказать с гордостью о своей семье? Моя супруга, начну с супруги, потому что она как бы ячейка нашей семьи, да, это главное. Супруга Гребнева Вера Артуровна, девичья Харитонова, она тоже родом с Покровска, да, она младше меня на 6 лет, но когда мы встретились, она, конечно, сразу покорила меня своей улыбкой, своими глазами, и я сразу был очарован ей, да, если честно сказать, и у нас создался союз. Да, и даже когда я ухаживал за ней, я всегда говорил, что у нас будет 2 сына и лапочка, дочка, да. Практически так и получилось, когда мечтаешь, когда хочешь, любовь движет процесс, да, и как раз в нашей семье так и получилось. В 97 году мы вот встретились, познакомились. И у нас родился старший сын Артур. Сейчас он уже закончил УрГУА, да, Уральский государственный институт, академию юридическую, да, и сегодня работает уже в своем направлении, уже семья, своя ячейка уже, общество у него, да. Тоже создал. Тоже создал семью. Средний наш сын — это студент АГАТУ, да, выбрал направление инженера, и очень отрадно, что Данил выбрал такое направление, и он закончил также Покровскую среднюю школу номер 2. Ну и младшая наша дочь Настенька. Настя учится в 4 классе Покровской средней школы номер 2 тоже. И она сейчас тренируется в городе Москве, занимается художественной гимнастикой, да, стала чемпионкой первенства Якутии, да, в своей группе, в своем возрасте. И на сегодня она тренируется в городе Москве. Мы дали ей такой шанс, и тренера, благо, заметили в ней какой-то потенциал, да, и считаем, что это мы дали ей маленькие направления о том, что ее заметили, и сейчас она занимается у олимпийских уже чемпионов, да, и Виолетта Семеновна Иванова, да, ее тренирует, и она защищала уже честь республики на Дальнем Востоке. В своем возрасте она уже заняла неплохое место, и 14 место из 28 сильнейших спортсменок, да, уже 2 раза становилась, как наш отец, можно сказать, да, 2 раза становилась чемпионкой турниров в городе Москве, да, и защищает уже с гордостью нашу республику. И вот, скорее всего, у нее проходной год на Дети Азии, возможно,
мы хотели бы ее видеть, защищать, Участницей. да, участницей и защищать честь нашей республики. Здорово. Ну, как вот действительно дети выросли, стали студентами, одна школьница, вот ваше отношение к семейным ценностям, на чем оно должно быть основано? Ну, у меня, если честно, глубоко засели слова Михаила Ефимовича Николаева, нашего уважаемого земляка, да, первого президента нашей республики, что личность должна сформироваться, когда в начале жизненного пути, да, прививаешь спорт и культуру. Поэтому старшему сыну он закончил художественную школу, да, средний сын закончил музыкальную школу по классу аккордеон, баян. Да, они оба занимаются футболом, да, интересуются футболом, играли в футбол, ну и до сих пор играют в футбол, да. И дочь занимается фортепиано, и также вот спорт — это художественная гимнастика. Замечательно. Вот перейдем к труду, да. Человека красит труд. Вот с точки зрения вашего отношения к труду и каковы реальные результаты вашей трудовой деятельности на сегодня? Потому что мы знаем, что решением главы Республики Саха-Якутия вам было присвоено звание лауреат «Человек года» 2024, и вам в торжественной обстановке это вручили. Какие вы испытывали чувства? Что вот это вам дало? Пожалуйста. Конечно, из рук Айсена Сергеевича Николаева, нашего Илдрахана, действительно это гордо было получить такую номинацию, да, такую премию «Человек труда» 2024. И, пользуясь случаем, я хотел бы, конечно, поблагодарить коллектив, весь коллектив Максоглосского хлебзавода. Действительно, это те люди, которые работают на производстве, которые занимаются выпуском продукции, да. Это очень важно. Сейчас заняты сферой деятельности такой, которая, ну, можно сказать, она исходит из рук именно, да. И очень гордо мы называем себя пекарями, да, и это очень отрадно, что вот Айсен Сергеевич из 50 лауреатов, вот удостоено было мне, одному из лауреатов, тоже номинантов, да, вот такая премия, и очень отрадно, что оно дает еще в дальнейшем стремление на будущее, да, дает еще более большой потенциал для развития своего коллектива, да, это для нас действительно гордо, потому что в 2012 году я занялся вот производством хлеба. Ну, на тот момент было сложное предприятие, на стадии банкротства практически было, да, но тем не менее вместе с коллективом мы вывели это предприятие на нормальную экономическую, ну, сейчас это финансово устойчивое предприятие, и вот благодаря коллективу и вот направлению, которое я даю, вот это действующее нормальное предприятие, в котором сейчас нет задолженности, нет долгов, и финансово устойчивое предприятие сегодня. Очень хорошо. Но вы почетный гражданин города Покровска и депутат районного совета Хангаласского района, да, вот как депутат ваша деятельность в чем заключается, как вы доверие народа оправдываете? Конечно, ну, так как мы в сфере бизнеса, малом среднем бизнесе, да, конечно, мы являемся общественниками, да, номинантами многих премий, спонсорами, да, ну и, конечно, очень часто выступаем, много мероприятий сами проводим лично, да, и семейных мероприятий. Вот памяти отца и брата мы, например, проводим турнир по вольной борьбе, да, где выходцы нашего турнира стали уже чемпионы мира. Вот Оконечников Иван, например, да, братья Копыловы, чемпионы Европы, Данил Иванов, наш покровский спортсмен, вот буквально недавно стал чемпионом Дальнего Востока. Вот ставим себе маленькую лепту, что мы дали направление
спортсменам, и они уже на сегодня вот защищали честь страны. Да, это очень отрадно. Ну и, конечно, я очень благодарен, что население города Покровска в 2007 году избрали меня депутатом города. И также в 2018 году это же население, только увеличив округ, дали мне возможность на выборах представлять их интересы в районе. Да, я являюсь с 2018 года депутатом района. Вот второй созыв уже работаю во благо нашего района. И вместе с населением мы проводим очень много работы на самом деле. Одно из самых важных дел — это мы подвели летний водопровод для населения, да, и охват уже летнего водопровода в частном секторе практически занимает 80%. Вот. Ну и также сделали спортивную площадку. И самое главное, мы взяли направление ТОС. ТОС — это территориальное общественное самоуправление, где есть свой председатель, где есть свой актив. Да. Ну, будучи депутатом города, депутатом района, я знаю, что просто доходной части бюджета его практически на все желания и потребности нашего населения просто не хватает. Поэтому мы выбрали такое направление, чтобы привлекать в бюджет средства, а это написание проектов, да, и участие в грантах, в конкурсах и на республиканском уровне, да, и на российские выйти. Поэтому мы официально уже зарегистрированы и ведем работу в этом направлении, что является очень важным для нашего района, да, ну и для бюджета в целом, и для населения, самое главное, для наших жителей. Да, вот вы рассказывали про отца Геннадия Васильевича, упоминали Илью Петровича. Именно вот на основе их спортивных успехов, на основе продолжения этих традиций, вот решением нашего главы Республики Саха-Якутия в 2029 году Хангаласский улус станет проводить уже 23-й игры Манчары. Вот как вы думаете, вот такого рода большое спортивное событие каким образом может повлиять на развитие инфраструктуры, на то, чтобы больше людей занимались физической культурой и спортом? Ну, как я ранее сказал, мы вот семьи спортивной династии, да, то, что и брат занимался, и братья, да, оба, и отец был пропагандистом спортивной деятельности, да, и здорового образа жизни. Конечно, и стадион же носит имя Геннадия Васильевича, мы стадион города Покровска. Мы с этим очень близки, со спортом, да. Сами вот проводим соревнования, как я ранее сказал, да. Ну и, конечно, мы очень благодарны Александру Сергеевичу, что вот такие мероприятия проводятся в республике, да. Ну и от своей семьи, как депутат района, я тоже бы хотел поблагодарить, что предоставили честь в 2029 году провести игры Манчары вот в нашем Хангаласском районе. Конечно, это будет способствовать развитию нашего района, да. Это и строительство социальных объектов, это, думаем, что строительство и спортивных объектов, что нам не хватает. Да, на сегодня мы имеем вот стадион имени нашего отца Геннадия Васильевича Гребнева, да. Но хотелось бы, чтобы он придал хороший вид, да, хотелось бы, усовершенствован, да, уже по новым стандартам, да, манежем уже в зимнее время можно было заниматься. Да, я вот помню, на стадионе было проведено очень много мероприятий спортивных. Это был центр притяжения практически нашего поселка тогда еще, а ныне города, и многие жители как бы обращены на то, чтобы вот строительство стадиона было. Ну и, конечно, у нас не хватает бассейна. Это наше население, я как депутат района знаю, что ставят вопрос по строительству бассейна, хотели бы ставить, да. И, конечно, мы бы обратили внимание на наши дороги в Покровске, которые тоже бы хотелось бы, чтобы входные группы, входные дороги, наш город приобрели уже хороший вид, и с гордостью бы мы встретили и гостей игр Манчары, да, и участников, и на достойном уровне хотелось бы провести, чтобы игры Манчары в 2029 году, они на хорошем уровне прошли в нашем районе.
Ну, у каждого есть человека, есть свои мечты, планы вот в будущем для того, чтобы улучшить качество жизни граждан. Какие меры необходимо предпринимать, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, конечно, очень много делается для развития нашего общества, да. И Айсеном Сергеевичем, да, стратегические направления вот даны, как раз обращены в районы, да. Ну и на федеральном уровне, конечно, Владимир Владимирович Путин, да, ставит национальные проекты, да, которые способствуют вот развитию нашего общества, да. И хотелось бы, чтобы они помогали вот как раз развитию, да. И самое главное, чтобы руководство нашего района, города участвовали во всех проводимых проектах и конкурсах и были задействованы для развития и благоустройства нашей территории и обращены для наших граждан. Ну вот мы с вами ведем разговор в Международный день семьи, и, безусловно, наверное, у вас будут какие-то пожелания в адрес граждан, в адрес того, чтобы в каждой семье был мир, благополучие. Сегодня вот начинаются переговоры прямые между Украиной и Российской Федерацией в Турции, в Стамбуле. Мы очень надеемся, что эти переговоры будут протарять дорогу к миру. Что бы вы могли пожелать людям, семьям в этот прекрасный день, когда мы отмечаем Международный день семьи? Конечно, в Международный день семьи я хотел бы пожелать всем нашим людям, да, всем нашим гражданам, да, это международный день, да, чтобы была любовь. Самое главное — любовь. Я уже, по-моему, упоминал, что любовь — это двигатель процесса, да, и это сила, действительно, это сила, которая исходит от человека, и она творит будущее. Поэтому любовь самое главное, да, здоровье, конечно, хотелось бы пожелать, да. Ну и пожелать хотим всего хорошего, чистого, светлого неба, ну и мира, конечно. Вот, самое главное. Вот вы в армии служили? Я в армии служил 92-94. Я служил в Амурской области, был старшим оператором ПТУР, противотанковая управляемая ракета. Вот, и очень интересно. Хорошие времена прошли вот как раз. И, ну, я уже служил в российской армии. Ну хорошо, я очень рад, что вы приняли мое приглашение, пришли в эту студию, рассказали о своей семье, о своих предках. И я думаю, что в Международный день семьи очень важно, чтобы мы имели какие-то ориентиры, своих мотиваторов. Когда вы рассказали об Иване Иннокентьевиче, это действительно заслуживает уважения. И Исай Прокопьевич, писатель-фронтовик, большое спасибо всем. Тем, кто слушал, тем, кто смотрел, всем желаем успехов и семейного благополучия. Будьте счастливы, Спасибо.